Приземление парашютистов начинался Сурхарбан в 1981 году. Самолет пролетал прямо над ипподромом. Уникальные кадры праздника сняла Свердловская киностудия. Закадровый текст фильма читает легенда советского кино Вячеслав Тихонов. Раз в году, в разгар лета, сюда, в столицу Бурятии, Улан-Удэ, съезжаются гости из многих городов и сел республики. Сегодня Сурхарбан. Это главный праздник бурятского народа. Сурхарбан уже многие годы собирает в Улан-Удэ сотни людей. Праздник объединяет несколько национальных видов спорта. Но главными и самыми зрелищными спустя годы остаются скачки, стрельба из лука и борьба – Бухэ-Барилдан. Сурхарбан – память о прошлом и радость сегодняшнего дня. Это раритетная фотография победителей первого республиканского Сурхарбана. Сделали ее ровно 100 лет назад, в 1924 году. Копия снимка хранится у историка и заслуженного работника физической культуры Бурятии Владимира Фомина. Оригинал он получил из рук сестры призера Сурхарбана Георгия Сергеева, спортсмена из Боханского района. Георгий Сергеев. Почему-то в книгах был указан у Бугунов. Но когда я получал эту фотографию, его собственноручной рукой было написано, что он Георгий Сергеев. И сейчас мы пытаемся восстановить его биографию, довести, что в Боханском районе Аймаки был свой, так сказать, герой, первый герой. Все трое героев снимка представляют Бурят-Монгольскую автономную республику. Слева борец из Троицко-Савского Аймака Дамби Гармаев. В центре чемпион Сурхарбана Даши Ачиров, спортсмен из Верхнеудинского уезда. Они получили очень существенные призы. В частности, однолемешный плуг Сергеев получил. Это по тем меркам очень существенный приз, конечно. А Гармаев получил сепаратор. В некоторых книгах писали там трехведерный сепаратор и серебряные жетоны. Известен первый победитель на лошади в скачках Цыпденов. Кубышка, это кличка была лошади. Первые Сурхарбаны включали в себя 3 игры мужей, Ирын-Гурбан Надам, баскетбол, что удивительно, легкую атлетику и футбол. Бурят-Монгольская правда писала, что собрались от Аларии до Аги или от Аги до Аларии и от Бургузина до Закамны. Все представители со всех уголков Бурятии и руководители республики. Кстати, в центре здесь плохо заметно, сидит сам Ирбанов. Это Трубачеев, министр здравоохранения, по-современному можно назвать. В разные годы главные национальные состязания носили разные названия. Например, одно из них – Республиканская колхозно-совхозная спартакиада или в 1933 году юбилейная спартакиада. А сама традиция Сурхарбана упоминается еще в середине бронзового века. По данным профессора Института культуры Надежды Дашиевой, в этимологии названия «стрельба по сурам» скрывается таинство обряда Возрождения. А это один из древнейших праздников степной Евразии. И это вообще-то бренд нашей культуры. То есть непрерывно более 2000 лет ежегодно население, проживающее в степной Евразии, отмечало праздник Солнца. Само название праздника Сур – это индоевропейское сурья – солнце. И получается, что это стрельба в солнце. Где здесь солнце? И у агинских бурят сохранились такая традиция делать колышки такие ровные по всей длине, да? На эти колышки прикрепляли красные лоскутки ткани. И эти колышки вбивали в землю. Они-то и служили этой метой для стрельбы, целью. А сверху, при взгляде сверху эти колышки, они представляли собой образ солнца с расходящимися красными лучами. Это и есть Сур. Почему стреляли в солнце? Это календарный праздник. И праздник проводился
накануне или через день после дня летнего солнцестояния. И таким образом, вот это очень замечательная дата в календаре древних народов степной Евразии. Потому что в сознании людей поворот солнца от наивысшей своей силы к обратному движению, оно могло закончиться, по представлениям людей, потерей силы солнца. И когда само солнце, божественное солнце, начинает иссякать, то и жизненные силы человека начинают иссякать. Но дело в том, что здесь, вот как раз, когда мы говорим о празднике, там не сколько отдельного человека жизненная сила, а речь идет о жизненной силе рода, родового коллектива. И вот таким образом, стреляя вот в это, в образ солнца, значит, что делали стрелки? Они возрождали новое солнце. Стрела, по представлениям бурят, несла не только смерть, но и жизненную силу. Поэтому каждому новорожденному делали именную стрелу. Ее особо бережно хранили, ведь в ней таилась часть души человека. И когда человек умирал в похоронной обрядности, то что делали? Ломали его именную стрелу. И таким образом из стрелы выпускалась вот та его часть, сакральная часть души, дарованная небом, небесными божествами. И куда она уходила? Она уходила на небо, для того, чтобы в следующий раз вновь вернуться на землю. Вот. И родиться уже, значит, в другом теле, в новом человеке. И вот точно так же, вот эта же самая идея, она и претворялась в ежегодном празднике Сур-Харбан. Обряд необходимо было проводить ежегодно, так как в прошлом представление о жизни было цикличным. Без ритуала возрождения мир мог впасть в хаос. Но все же в первую очередь лук и стрелы буряты использовали на охоте. По мнению ученого Хангалова, он считает, что Сухарбан современный – это продолжение ЗГТ-АБА, продолжение облавной охоты. Облавная охота была жизненно необходимая система, потому что надо было запасаться продуктами. И в этой облавной охоте участвовало иногда до 1000 человек. В литературе в некоторых сказано, что воины Чингисхана или Чингисхан использовал облавную охоту еще для тактических действий своих войск. В круговая система, там полукругом они идут. И так он шел в атаку на укрепления, на некоторые города, и их, значит, захватывал. Во время облавной охоты даже женщины готовились к ней. Шилась сбруя, луки, стрелы. Облавная охота длилась несколько дней. После переходили к заготовке пушнины. Заканчивалось все пиршеством и играми. Охотники доказывали свою силу и меткость, проверяли и своих скакунов. Облавная охота, она напоминает современный йохор. Йохор-то он как раз тоже, по некоторым данным, пошел от облавной охоты. Как подготовительная часть к облавной охоте, круговой танец. Потому что вот западные буряты называют его хатарха. Хатарха – это рысить. Вот они по несколько часов могли совершать эти круговые движения. Вначале его начинали как бы старики, и потом подключалась молодежь. До революции есть сведения, западные буряты уже проводили многие праздники. В дореволюционное время у бурят популярностью пользовался праздник состязания стрельбы из лука Сур-Харбан. В разных районах Бурятии устанавливались различные мишени. В мишень Булан-Тохом стреляли хоринские буряты, в других бурятских племенах стреляли в тунку. Среди чекойских, селенгинских и бичурских бурят распространен Бай-Харбан. В Бай-Харбане лучники стреляли по бересте, прикрепленной к земляной стене. Часто состязания проводили после подношений духом местности. Восточные буряты, они очень почитали набо, наверху ставилось, так сказать, и приносилось жертвоприношение. Когда спускались вниз, организовывали как раз пиршество и организовывали соревнования. И как раз эти соревнования проводились по 3 видам.
уже по Орын-Гурбан на дом. И, как замечает Борис Домбаевич Санданов, в будущем они как бы превратились в Сухарбан. Черно-белое видео не в лучшем разрешении сохранило одно из самых первых состязаний Сурхарбана. На дворе 1929 год. Зрители в национальных халатах и головных уборах выстроились в небольшой коридор. Внимательно следят за стрельбой из лука и судьи. За 100 лет главные атрибуты и правила не изменились. Это напалечник, чтобы не было больно пальцем. Потому что лук тугой, натягивать каждый раз пальцем, а во время соревнования ты делаешь достаточно много выстрелов. Олег Цыбекжапов – абсолютный чемпион Сурхарбана 2018 года. В национальную стрельбу пришел почти к 40 годам. Случайно на сельских играх в Кяхте участвовал в футболе и по просьбе знакомых заменил отсутствующего лучника. До этого я не то что лук в руках не держал, я его и не видел. Я говорю, как, если я не умею стрелять, даже в руках не держал лук? Они говорят, ничего, мы тебе покажем, научим. Вот пока шли после футбольного поля на лукодром, они мне объяснили, как целиться, как стрелять. И я пришел и даже очень хороший результат показал для первого раза. И меня это сразу задело. И я вот все после этого купил себе лук, обмундирование полностью, дыгыл, малгая, отол. Национальная одежда обязательно для игрока. При отсутствии формы лучника не допускают к соревнованиям или дисквалифицируют. Вначале мы, конечно, заряжаем стрелу, ставим на полочку, у нас есть полочка. Вообще все движения должны быть одинаковые. Я имею в виду выпуск, натягивание. Темп стрельбы должен быть тоже не перестаивать и быстро не стрелять. Мы же боремся еще не просто с мишенью. Сейчас идет встречный ветер, как бы оно сильно не влияет. Вот сильно влияет это боковой ветер и попутный ветер. Стрелы также имеют свой характер. Изготавливают их из дерева, и со временем они усыхают и меняют вес. Изначально каждая летит по-своему. Лучники ежедневно изучают их траекторию, чтобы попасть в суры. Эта сура называется ласти. Она в диаметре где-то, в среднем 2,5 сантиметра с кисточкой. Это при попадании ее спортсмену засчитывается 3 очка. Рядом синие, они дают по 2 очка. А все остальные дают по 1 очку. Суры шьют из ткани, набивают шерстью косули. Она позволяет мишеням не намокать при дождливой погоде. И еще здесь один нюанс. Здесь зона должна быть 2 метра до суры. Это чтобы стрела попадала в эту зону. Если она до 2 метров об землю ударяется и выбивает, то это уже считается промах. И также сура должна перелететь за 2 метра. Если она не вылетела за зону 2 метров, то это тоже промах считается. Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме выбитых очков. Если же она равна у нескольких спортсменов, учитывают количество попадания в ласти. Для участия в абсолютном первенстве допускается 64 лучших лучника. Мергены выполняют стрельбу на самой длинной дистанции. На Сурхарбане она равна 50 метрам. По результатам первой стрельбы количество участников уменьшается до 16. Далее до 8, 4, 2. Пока не выявит победителя. В 2023 году абсолютным чемпионом стал Большинема Церемпилов. На Сурхарбане я много раз участвовал. Самый первый раз абсолютным чемпионом Сурхарбана стал в 1987 году. Мне 12 лет было. Очень сильные соперники. Все же из Закаменского района. Все у нас у одного учителя занимались. Поэтому достаточно хорошая борьба была. Только в 2023 году Сурхарбан собрал более 200 лучников со всей Бурятии. Всего в республике около 500 спортсменов. Самым заслуженным нашим и славным стрелкам уже 80
7-8 год идет. Они до сих пор стреляют, до сих пор принимают участие. Это пары семейные, значит, Магаков Стриндаржан Амдакович с Валентиной Базаровной. Стрельба из лука, как жизнь показывает, это такой вид спорта, который от себя не отпускает, сколько бы тебе лет не исполнилось сегодня. Для стрельбы из лука человек должен внутренне созреть. Это люди, которые какие-то сопутствующие в своей жизни проблемы уже решили. Скажем, ну, допустим, вышли на пенсию, имеют время. Почему? Потому что стрельба из лука подразумевает под собой постоянные тренировки. Иногда надо уехать в Баргузинский район в субботу, в воскресенье. В Кяхтинском районе проводится турнир. Ночью мимо дома проезжаем, как говорится, все на свои средства. Но для нас главное вот это наша атмосфера состязательности, наша сплоченность, решение Хамбаламы конкретно. Вот в направлении развития национальных видов спорта дали большой толчок для того, чтобы национальные виды спорта были в том виде, в каком они сейчас есть. Потому что именно датсаны проводили наиболее значительные крупные турниры. Возьмите ежегодно проводящийся Итагиловский турнир. Я вот в начале стрельбы, когда у меня стало получаться, думал, ну, наверное, я сейчас на пике формы, там 45-46 лет, дальше постарею и ничего не будет. И когда выходишь на рубеж, тебя 85-летний перестреливает, тут ты начинаешь понимать, что история моя спортивная может быть очень продолжительной и успешной. Как-то специально я не готовился. В принципе, я не знал, что у меня какие-то подобные таланты есть. Но почему я так говорю? Потому что я не последний стрелок по уровню своей стрельбы. Дмитрий Галсанов пришел в спорт в 44 года. Чемпионом Сурхарбана стал в 2018-м. Долгие годы был главным тренером сборной Бурятии по стрельбе из национального лука. Я вот сейчас на прохожих людей, стоит любая толпа, идут люди по тротуару. Понятное дело, не занимаются стрельбой, ничем. Я смотрю на них и думаю, сколько же тут ходит великих чемпионов. Ходят и не знают, что они могут свершить историю бурятского спорта, национального спорта. Для этого не обязательно быть бурятом, можно быть узбеком, можно быть русским, можно быть татарином, киргизом, приходить в стрельбу из лука и достигать там своих вершин. Эта стрельба дает чувство того, что ты достигаешь чего-то. С 1925 года известны не все победители по стрельбе из лука. Но в первые 40 лет Сурхарбана среди чемпионов лидируют представители Иволгинского аймака. На втором месте выходцы Селенгинского. Это архивные кадры 1929 года. Национальная борьба проводится прямо в поле. Участники снимают халаты, тырлик, а кушаки навязывают на пояс вокруг ног. Но есть еще более ранние фотографии Бухэ Барилдан в 1891 году. Эрын Гурбангнаден 3 игры мужей провели в честь приезда цесаревича Николая Александровича. Будущий император Николай II приехал в Забайкальскую область. Там наследник встретился с агинскими бурятами. И это первый снимок национальной борьбы. А первое упоминание сохранилось в книге 1240 года «Сокровенное сказание монголов». Если взять юбилейный Сурхарбан 1933 года, когда праздновали десятилетие Республики Бурятия, она была очень обширна. Там и были шахматы, и городки, и велоспорт даже был проведен. И приехали впервые монгольские спортсмены. Она носила еще, так сказать, международный характер. Ну вот в стрельбе из лука здесь победил Садномов из Аги. По борьбе Батхонов из Дабатуя. Владимир Фомин выделяет в довоенные годы 2 спортсменов – Зунды Даржиева из Улан-Удэ и Гарму Балтырова из Усть-Орды. Они оба стали чемпионами Сурхарбана. Один в 1932-м, другой в 1935 году. И участвовали в Великой Отечественной войне. Он был известным снайпером на войне. Ну, по одним данным, значит, он где-то около 300 или за 200 уничтожил гитлеровцев. В войну Сурхарбаны не проводились. В основном проводились
военизированные эстафеты. После войны соревнования вернули. Уже в 1948 году Сурхарбан провели на новом стадионе. Его построили к 25-летию Бурят-Монгольской АССР. Событие стало одним из самых крупных после победы. Трибуны переполнены зрителями. Будаев, в частности, по борьбе занял первое место. Но я внимательно посмотрел, потому что второе место занял мой земляк Степанов, и семейский, с Бичуры. И его специально там в некоторой литературе писали, что выделялся высоким ростом, силой и так далее. Но вот опыта немножко не хватило, и он занял второе место. Лук, значит, выиграл Цыдыпов, Джида, и второе место занял Жикжитов, Кяхта. К следующему юбилею, к 30-летию Бурят-Монгольской ССР, провели грандиозный парад. Выступали десятки спортсменов. Устроили экстремальное мотошоу. Главными состязаниями стали стрельба из лука и бухэ-барилдан. Борьба проводилась до 50-го года без весовых категорий. Их ввели поэтапно. Сначала были только тяжелые и легкие, потом каждую категорию разбили еще на две. С 68-го начали проводить абсолютное первенство. Первым чемпионом стал заслуженный тренер России Виктор Баймеев. Тогда молодой спортсмен в весе 63 килограмма выиграл в поединке с яравнинским тяжеловесом Циреновым, который весит около 120 килограммов. Национальная борьба, видимо, от природы или что же. Буряты же все борются же, ага. Но я не знаю, за счет чего выигрывал, ага. Не сказать, что очень сильный был, хорошо на ногах стоял. В бурятской борьбе, ну и в вольной борьбе надо на ногах стоять хорошо. Матов не было, вот таких нормальных. Вот такие 15 сантиметровых макулатуры. Маты делали. А покрышка была сукно. Ну, сукно не покрышка. Вот так пыль со лбом стоял, но боролись. Борьба – это единоборство. В единоборстве кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. А чтобы победить, надо иметь силу, волю и, самое главное, трезвую голову. Мыслить надо. За 53 года было 35 абсолютных чемпионов. Среди них 5 троекратных победителей. Сергей Пашинский, Жаргал Элбенов, Батыр Гармаев, Балдан Цыжипов. Эту эстафету в 1971 году открыл Геннадий Манжуев. Это как раз случилось на моих глазах. Мы с ним работали вместе в сельхозинституте, жили в одной комнате. Вот, и я его сопровождал на первые эти соревнования. Было это на ипподроме. И вот он тогда, значит, первый раз успешно выиграл абсолютное первенство. Но подарили не барана, а подарили японский сервиз. Вот. Такие тонкие чашечки, красивые. И очень интересно получилось. Когда, значит, мы приехали в общежитие, а в 11 часов в общежитии выключали свет. Он там пригласил преподавателей, которые жили в общежитии тоже. Ну и хорошо отметили, так сказать. Вот. Пятикратный абсолютный чемпион Сурхарбана тяжеловес Илья Гармаев. Между его первой и последней победами 10 лет. Возможно, достигнет этого результата мастер спорта России по вольной борьбе Зарикто Цирендандопов. Сейчас он четырехкратный победитель бухэ-барилдан. В бухэ-барилдан необходимо уложить противника на 3 точки. Это и сделал Зарикто Цирендандопов со своим последним соперником из Монголии. Было очень интересно бороться с монголами, с тувинцами и с внутренней Монголией, борцами из внутренней Монголии. Было для нас, наверное, тоже плюс что-то у них взять, что-то, может, они у нас возьмут. Один из главных наших праздников, всегда он был такой, требовал особой подготовки. Это все равно тактично. Кто-то может в 5 минутке бороться, а кто-то лучше борется в захвате. Поэтому здесь нужно смотреть и понимать. Я думаю, если ежемесячно вот это все показывать, соревнования, объяснять, комментировать, я думаю, каждый зритель будет понимать, что идет, что за борьба идет на ковре. Это же все для народа, но люди тоже должны смотреть и гордиться своими корнями. Я считаю, что вот эти праздники нужно развивать, чтобы победители, чемпионы становились известными.
получали достойные призы. Но в советские годы национальная борьба чуть не потеряла свой колорит. В 60-е годы отменили кушаки и изменили правила. На кадрах Сурхарбана 1968 года. Спортсмены в классических борцовках и специальной обуви. Такая же картина и на соревнованиях в 1973 году. На празднике в Улан-Удэ традиционное зрелище. К истокам стали возвращаться в начале 90-х годов. Тогда по инициативе традиционной буддистской санхи и лично главы буддистов России Хамбаламы Дамбы-Аюшеева стали возрождать состязания по Бухэ-Барилдан. Пропагандировал вернуть кушаки и историк Владимир Фомин. Стал здесь, в республике, пропагандировать. Поддержал меня Сыдеев, известный борец, значит, тренер. Он написал статью «Пора браться за кушаки». Ну, кушаки сначала не определили, начали там от самбо брать и так далее, узенькие и так далее. Конечно, они неудобны и не могут до сих пор почему-то запомнить, что кушак, древний кушак, это 2 размаха рук. Вот любой борец берет 2 размаха рук, вот это длина кушака. И ширина 2, ну условно, значит, 2/4 руками. Смерил, вот она, да, вот это ширина кушака. Она потом как бы слаживается и может быть гофрированной там и так далее. И она уже не натирает ничего, значит, не такая узенькая и так далее. И вот этот, значит, необходимый атрибут, он был введен и, конечно, демонстрирует уже именно национальную борьбу. Вернулась и традиция проведения Рынгурбангнадан, когда один спортсмен соревнуется в 3 дисциплинах – скачки, стрельба из лука и борьба. Состязания проходили при Дацанах. На Сурхарбанах первыми их ввели в Агинском округе. В Бурятии же 3 игры мужей прошли только в 2023 году. Победителем стал представитель Иволгинского района. Я участвовал на троеборье в Агинском округе. Благодаря троеборью я начал сам заниматься лошадьми. У меня есть свои лошади, которые бурятской породы, которые скачут на соревнованиях. Хочу, конечно, ребят тренировать, готовить на троеборье. Бурят без коня, что очаг без огня. Конь-помощник, конь-товарищ входил в жизнь кочевника с колыбели. Любовно, с выдумкой украшалась конская сбруя. Это было в 1973 году. Я тогда жил в этнологической точке в Акинском районе. У меня мама работала дояркой колхоза. И я поехал с мамой верхом на лошади. Сзади мамы сидел и поехали на Сурхарбан. До Орлика там километров 20. И верхом на лошади целых 3 часа ехали и попали на Сурхарбан. Там боролись люди. Такие коренастые, жилистые мужчины выходили. Там даже председатели колхоза боролись. Я даже смотрел, восхищался ими. Там лошадей готовили за месяц до Сурхарбана. Каждый день они дистанции давали 5-10 километров. А вот Федор Габанов, который у него вот этот рысак такой классный, пестрый такой рысак был. Вот мне это особенно понравилось, вот это как лошадь готовили. Так красиво надевали вот этот халимдрак, у нас по-бурятски называется халимдрак, такой красивый был. И у них седло такое красивое было, тоже засеребренный, такой вообще красивый. И сам Федор Батмаевич для меня казался таким батором, гессером. Такой усатый такой вышел, на лошадь сядет такой. Мне показалось это вообще сказочно красивым. Остается 3 круга. Экипажная форма впереди.
лошадь Селенгинского района. Лошадь по кличке Барман. Каролина Тайкун. Барман. Уверенно. Пришел первым к финишу Цирен Будаев. 12-летний жокей Селенгинского района стал победителем на открытии сезона по конным скачкам на ипподроме. Но покоряет беговую дорожку юный спортсмен не в первый раз. В прошлом году на Сурхарбане Цирен преодолел больше 20 километров в знойную жару. Тогда наездник принес золотую медаль. Лошадей подготовил Быликто Ухинов. Он и считается победителем конных скачек. Каждый день кормлю коней, тренирую коней. Горло. Вместе с тренерами, вместе уяченными ежедневно работают с утра до вечера. В процессе подготовки очень сильно вылаживаются, готовятся. Иногда прогуливают свои уроки, бывает такое. Но тем не менее везде успевают. По традиции буряты детей сажают уже в 6-7 лет. По воспоминаниям декабриста Николая Бестужева, на Сурхарбане еще в 18 веке в скачках участвовали в основном подростки 12-13 лет. Ноги и мальчики в одном исподнем платье без седла и попонки скачут во весь дух на коне. К лошади у бурят особое отношение. В жизни кочевника она была главным помощником. Историки утверждают, воины Чингисхана за сутки на 2 скакунах могли преодолеть 150 километров. Известно, в 18 веке буряты содержали в своих хозяйствах более 250 тысяч голов. Это были аборигенные бурятские лошади. Но уже в прошлом веке их количество стало резко падать. Сейчас в Бурятии разводят лошадей несколько хозяйств. Численность голов сократилась до 52 тысяч. А с закрытием Улан-Удэнского ипподрома на реставрацию упала и популярность конного спорта. Былую славу пришлось возвращать заводчикам и любителям верховой езды. Объединившись, они создали федерацию, собрали деньги на подготовку ипподрома. Для первых соревнований за 14 лет организовали и призовой фонд. Федерация конных скачек огородила, и облагородили методом народной стройки. Федерация попросила всех своих коневладельцев и людей, радеющих за конный спорт, они все вложились именно финансово. Они сложились по 20 тысяч, кто-то строительными материалами, кто-то машинами своими, песок, белая мраморная крошка. Это все только методом народной стройки, чему мы им благодарны. Здесь сегодня выступают молодые люди. И очень много зрителей пришло поболеть. И хотелось бы поблагодарить всех нашу федерацию Марий-Ролдан за организацию данного мероприятия. Всех меценатов, спонсоров обеспечили призовой фонд для нас. 8 мотоциклов «Минск», различные денежные призы. Возможно, возвращение ипподрома повысит и интерес к Сурхарбану. Проведение главного национального праздника отдельно без скачек снизило число зрителей. Но это не единственная причина. Понять это можно, сравнив, например, с Якутией. Они возродили ритуальную часть праздника. Дело в том, что вот когда с 24 года Сурхарбан он стал праздником, отмечающим день создания нашей республики, то в Якутии тоже так же. Но с 90-х годов они вернули празднику его традиционное значение. И праздник стали проводить не какие-то официальные лица, а белые шаманы. Праздник с годами стал набирать большую популярность. Они возродили вообще ту форму праздника и то его содержание, которое было присуще ему, наверное, как раз, как академик Окладников говорит, что эти праздники Центральной Азии эпохи бронзы лучше всего сохранились в якутском празднике СЭХ. Якуты меня немножко удивили. У них уже культивировались многие виды. У них игры настольные. У нас еще разговоры только были, и все. А они играли. Ни в шагай, ни в шатер, ни... А у них в школах, демонстрировалось это. Владимир Фомин предлагает демонстрировать спортсменам на открытии Сурхарбана искусство облавной охоты. Главное мастерство кочевника – стрельба из лука верхом на коне. А среди населения внедрять занятия спортом на основе старых традиций. На основе Йохара предложил бурятскую систему физической активности. Буряты могут до самой старости
выполнять эти упражнения, эти движения. Соло включил, допустим, были выделены 27 движений, можно сказать, 27 упражнений, и их можно выполнять. То же самое, значит, в Китае, когда они, вот, есть у них оздоровительный ушу, небольшое количество упражнений, его делают и в садах, и там, в парках. Внедрять предлагает и Шагай Надан. Сейчас же эта игра знакома не всем. В Бурятии наиболее известны только 6 видов игры. Тем временем в Монголии их насчитывают около 50, а турниры на Сурхарбанах ввели только в 2014 году. От каждой команды допускаются 5 человек. 2 мужчин, 2 женщины, 1 ветеран, независимо от пола. Разыгрывается 3 вида Шагай Надан – Нягогы, Шурылгы, Морин Урилдан. Единая форма одежды участников – Маугэ, Дыгыл, Гутыл. Шагай Надан входит в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО и считается зимним видом бурятской народной игры. Они устраивались на 2-й и 3-й день Сагалгана и были не только ради развлечения. Так призывали благополучие и плодородие. Также кости – это символы скотоводства. Табын Хушун Мал – это 5 драгоценностей бурят. На первый взгляд, игра Морирулдан, она такая простая. Вот кидаешь 5 костей, и из этих 5 косточек, если сколько выпадет лошадей, то есть кость падает на ту сторону, вот показывают пальцем как раз вот эта лошадь. И вот сколько лошадей, столько ходов делает участник. Ну, то есть по косточке. Да, вот сейчас вот бросили 5 легов, здесь нет, да, поэтому ход, к сожалению, участник игры пропустил. В прошлом году в Шагай Надан выиграла Дарима Энабишиева. На Сурхарбане представляла Улан-Удэ. Я жила в Дудыркинском районе, и у нас там есть клубное формирование Шагай Надан. И я туда ходила. И после работы вечерами я ходила и играла, и мне понравилось. И в первое соревнование я ездила в Иркутск на Алтаргану. Там я заняла 2-е место. Ну и сейчас, в прошлом году Сурхарбан 2022. В 2014 году в программу Сурхарбана вошел и турнир по разбиванию хребтовой кости Хэр Шалган. Этот вид национального спорта сравнивают с сакральным танцем или шаманским обрядом и имеет тысячелетнюю историю. Муно заримхон тэлхэдэ тэр Украинга хойчих нэптгэн штаб тэр Украинга ну душа штабтэнде ямар байхаар чигээд заримхон хэлхэдэ соседууд хүнүүд ирээд помогает Украинын гаргалцахтаа чигээд тэр хүн бэйвэнэг хэйр сашина хэнэ Украин хэн ижэлэв хэн ондороб хэнэ хэйр бүхвэ нэбгэд бэйвэ тя туршдаг гэжвэр завалцдаг но янзын чигэтэл муно последнее время ганца Украинга юун душа чтоб покоилась тренинг надо ломать чтоб коров чтоб отдохнула чимыш ну вот юн последнее время я так было. В 2013 году в Бурятии провели официальный турнир. Тогда было 75 участников. Через год состязания собрали уже вдвое больше человек. Несмотря на то, что они прошли в Тункинском районе. Теперь разбивание хребтовой кости входит в программу всех культурно-спортивных и религиозных праздников у бурят. Это Гиловские игры, Алтаргана и Сурхарбан. На последних соревнованиях победителем в прошлом году стал 20-летний Валерий Лупсанов, представитель Закаменского района. Это 3-я попытка. 3-я кость. Валерий Лупсанов. Разбивает. Валерий Лупсанов из Закаменского района. Наши аплодисменты, мне кажется. Качают. Хангодер. 2-й год. Второй год. Род Хангодер ликует. Шатыр ввели в число игр Сурхарбана в 2008 году. В первом турнире победу завоевал один из лучших шахматистов Бурятии – международный гроссмейстер Антон Шамоев.
Шатыр отличается от классической игры в шахматы правилами. Например, пешка ходит только на одну клетку, также и ферзь только по диагонали. И рокировка отсутствует. На территории Бурятии шахматная игра появилась в глубокой древности. Подтверждают это находки археологов. Так, в 1989 году при раскопках в Кяхтинском районе нашли 8 керамических фигур, похожих на шахматные. Ученые определили, они относятся к гунской эпохе. Остались и воспоминания декабристов. Александр Беляев так описывает шахматные встречи с бурятами. Буряты имеют страсть к шахматной игре, и на дневках около юрт всегда составлялись шахматные партии. Окруженные толпой азиатов, следившие с величайшим интересом за игрой, нетерпеливо высказывая играющим свои взгляды. Некоторые из зайсанов играли так хорошо, что один из лучших игроков Николай Басаргин первую партию проиграл. Нужно было видеть общий восторг, когда буряты увидели своего победителя. Вообще говоря, азиаты играли так, что могли играть с хорошими игроками. Есть еще одно воспоминание из дневника Льва Толстого. Заметку он написал после игры с ученым-монголоведом Галсаном Гамбоевым. Преподаватель, родом из Бурятии, выиграл в партию в шахматы у знаменитого писателя. Встретились они в Казани. Отыграть проигранное ламе в шахматы. Возрождать бурятские шахматы начали с 1990 года, после официального признания праздника Сагалган. В первом турнире участвовали 36 сильнейших представителей республики. В их числе были и спортсмены сельских районов. Спонсором тогда стал тонкосуконный комбинат. В разные годы в программу Сурхарбана входили бег, баскетбол, футбол, волейбол. С 1973 года в список состязаний вошел гиревой спорт. Лучшим в прошлом году стал Сергей Каргин. 9 раз победу на Сурхарбане одерживал заслуженный мастер спорта России Сергей Леонов. Он один из сильнейших людей планеты. Установил около 30 рекордов России, СССР и мира. Не раз первое место на национальных играх занимали чемпион Европы Сергей Любимский и троекратный чемпион мира Андрей Рассадин. Выступает с гирями 24 килограмма. На пятом помосте выступает Сутурин Роман. Только в прошлом году в Сурхарбане приняли участие почти 600 спортсменов. В общекомандном зачете победил Селенгинский район. Второе место заняли представители Октябрьского района Улан-Удэ, а бронзу завоевал и Волгинский. О возникновении национального праздника, результатах игр и именитых спортсменах Владимир Фомин написал книгу. Посвящена она столетней истории Сурхарбана. Как монголоидная раса, буряты, мы должны обязательно сохранить вот эти традиционные национальные виды спорта, так как это уже культура наша. Культуру. Мы эту культуру должны поддержать и воспитывать их со школы, с детского сада. Я скажу, наверное, тут не только как спортсмен, я скажу как бурят, как человек, который думает о том, как нам жить, выживать, как нам пытаться развиваться. Национальные наши бурятские виды спорта – это один из признаков вот этой той самой культурной среды, которая будет позволять нам и язык сохранять, и сохранять свои традиции. Всем надо помнить свои истоки. Без знаний прошлого не построишь настоящего, как это говорят, и не посмотришь в будущее.